Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В Казахстане приговор по резонансному делу о групповом изнасиловании закончился массовой дракой родственников осужденных с журналистами и судебными приставами. Денег нет, но вы держитесь по-кыргызски. Ученые Кыргызстана вышли на митинг протеста в связи с планами властей радикального сокращения Национальной академии наук. Если вам не нравится, то уходите на все 4 стороны. Небывалый снегопад в Ташкенте. Впервые за несколько лет узбекская столица оказалась завалена высокими по местным меркам сугробами. Взрослые не знают, что делать с редким явлением, а дети счастливы. Армия Асада в ходе молниеносной наступательной операции почти рассекла Восточное Алеппо пополам. Повстанцы оказались в 2 котлах. Жители тысячами бегут в западную правительственную часть города. Мы жили в сплошном кошмаре, терпели унижение, видели смерть. На Украине вспоминают Голодомор, организованный большевиками искусственный голод 32-33 годов, из-за которого на востоке страны умерли миллионы людей. Помню, как иду селом, а вдоль дороги все на обочине трупы лежат. Страшно. В Казахстане приговор по резонансному делу о групповом изнасиловании закончился дракой. Недовольные решением суда родственники осужденных начали оскорблять пострадавшую девушку, кричать и нападать на журналистов. Вы видите, как один из родственников осужденных начал перепалку с охранниками, когда их выводили после оглашения приговора. На улице был слышен плач и оскорбление в адрес пострадавшей. Родственники осужденных проявили агрессию и по отношению к телеоператорам. Одного из них толкнули на сугроб, у другого пытались вырвать камеру. Напомним, 30-летняя Жибек Мусинова была похищена и изнасилована 4 мужчинами в ночь с 13 на 14 августа. Благодаря видеообращению ее матери с просьбой помочь наказать насильников, дело получило широкий общественный резонанс. По решению суда все 4 мужчин получили срок от 8 до 10 лет. Можно сказать, что для Казахстана подобный суровый приговор за изнасилование – это беспрецедентный случай. Тем более, что за насильников пытались вступиться на этапе следствия высокопоставленные их родственники-чиновники. Еще один не менее громкий приговор был вынесен в казахстанском городе Атырау. 5 лет лишения свободы получили гражданские активисты Талгат Аян и Макс Бокаев. Их арестовали после участия в земельных митингах. Вначале им были предъявлены обвинения в попытке изменения конституционного строя. Затем дело переквалифицировали на разжигание розни, распространение ложной информации и нарушение порядка проведения митингов. На оглашение приговора люди отреагировали гулом неодобрения и возгласами о несправедливом решении. Десятки человек, выйдя из здания суда, исполнили гимн Казахстана. Когда мимо них проезжал автозак, люди скандировали «Бостандык», что значит «свобода». Подобный приговор, лишение свободы за участие в мирных митингах, казахстанский суд принимает впервые. По мнению наблюдателей, власть устроила показательный процесс. Приговор достаточно жесткий. Можно сказать, за мирный митинг у нас в Казахстане еще никого не судили на 5 лет лишения свободы. Еще ни одного приговора не было за то, что человек организовал мирный митинг, его осуждали, приговаривали на такой срок. У власти была цель, чтобы дискредитировать лидеров протестного движения и показать всему миру, что в Казахстане нет никаких протестных настроений, а есть случайное стечение обстоятельств, которое привело вот к таким вот массовым выступлениям. Это будет большой дискредитацией. Я думаю, власть это тоже понимает. Это дискредитация не только судебной системы Казахстана, это, во-первых, позор и самой власти. И это утрата доверия со стороны общества к власти, потому что сам президент признавал, что эти митинги были законными и даже поддержал участников митинга. Атырау стал первым городом, где прошли митинги против передачи казахстанской земли в аренду иностранцам. Тогда там собралось более 1000 человек. Затем митинги прошли еще в нескольких городах Казахстана. На 21 мая были запланированы митинги по всей стране, однако власти отклонили заявки на их проведение. Десятки активистов, а также журналистов были задержаны.
А в соседнем Кыргызстане на митинг вышли ученые. Сотрудники Национальной академии наук недовольны реформами, которые планирует провести Президиум Академии. Согласно оптимизации, могут быть ликвидированы несколько институтов, а сотни научных сотрудников рискуют оказаться на улице. Шавкат Тургаев с подробностями. Это единственное в Кыргызстане хранилище, где имеется почти полный состав этой флоры Кыргызстана. Это помещение больше напоминает сарай. Ветхие шкафы, отслуживший свой срок паркет. Кажется, что ремонта и замены мебели здесь не было с момента создания института. В гербарии хранится более 400 тысяч экземпляров растений. Георгий Лоськов боится, что начавшаяся реформа в Академии наук уничтожит уникальную коллекцию. Может быть, это и не будет ликвидировано, но будет свалено куда-нибудь в склад, потому что гербарий без людей, которые занимаются им, он фактически это просто копна сена. Биолого-почвенный институт, которому отдал лучшие годы жизни Георгий Анатольевич, Президиум Академии наук решил объединить с другими институтами. Деньги на исследования не выделяют вообще, говорит ученый, а после реформы может исчезнуть и сам институт. Мы сами пытаемся находить деньги для содержания коллекции, для ее пополнения. Мы заключаем какие-то договора или сотрудничаем с нашими зарубежными коллегами, которые вносят свой вклад в пополнение и хранение этой коллекции. В соседнем хранилище коллекции насекомых не меньше, порядка 440 тысяч экземпляров, и она тоже может исчезнуть. Биологическую науку под откос пускать. Возмущенные ученые, вооружившись транспарантами, вышли на митинг выразить протест прямо у здания Академии наук. По словам собравшихся, реформы нужны, но делать их нужно иначе. Мы не против реформ, мы не против оптимизации деятельности учреждений системы Академии наук. Мы против тех способов и методов решения этих вопросов. В 1954 году был создан этот институт биологии. И что делать? Зачем закрывать такой институт, объединять его с биотехнологией? Разве это выход? Если нас уничтожат, то считайте, что золотой национальный фонд биоразнообразия погибнет. В конце концов, это может кончиться тем, что биологическая наука погибнет. Руководство Академии наук, согласно намеченным преобразованиям, из 25 научных институтов хочет оставить только 16. Под сокращение рискует попасть до 40% сотрудников. Президент, который должен решать вопросы, не решает уже. Он просто выслушивает, мягко селит, говорит, только письма читает, сколько. Я, говорит, вас 2,5 года и так держу. И в конце сказал, если вам не нравится, говорит, уходите на все 4 стороны. Это что за отношения? Президент Академии наук Абдыганы Иркибаев к своим сотрудникам выйти не соизволил. Взять комментарий у него тоже не получилось. Но митингующая научная интеллигенция, чтобы решить свои проблемы, обещает дойти до президента. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Холодный циклон, который накрыл всю Центральную Азию и вызвал коллапс во всех столицах региона, дошел и до Узбекистана. На Ташкент обрушился небывалый снегопад. Температура воздуха в ночное время понижается до минусовых отметок. Коммунальные службы, не привыкшие к такому большому количеству осадков, не успевали чистить дороги. Похоже, что на улицы вышли не только дворники, но и все жители города. Также к морозам оказались не готовы и жилищно-коммунальные службы. В домах не было отопления. Ташкент в снегу – явление довольно редкое. Если для городских властей неожиданные осадки принесли проблемы, то дети были счастливы. У них появилась редкая возможность поиграть в снежки и покататься на санках. Некоторые ташкентцы даже фотографировались на память о снегопаде. Далее в программе. Армия Асада в ходе молниеносной наступательной операции почти рассекла Восточное Алеппо пополам. Повстанцы оказались в 2 котлах. Жители тысячами бегут в западную правительственную часть города. Мы жили в сплошном кошмаре, терпели унижение, видели смерть. На Украине вспоминают Голодомор, организованный большевиками искусственный голод 32-33 годов, из-за которого на востоке страны умерли миллионы людей. Помню, как иду селом, а вдоль дороги всей на обочине трупы лежат. Страшно. К
К событиям в Сирии. Армия Башара Асада в результате неожиданного молниеносного наступления практически рассекла восточный Алеппо на две части. Об этом сообщают ведущие мировые СМИ. После разгрома боевиков из группировки Джебхат ан-Нусра, которую в большинстве стран мира считают террористической организацией, из восточной части города в западную проправительственную устремились тысячи людей, которых до этого боевики удерживали в качестве живого щита. Удар правительственной армии оказался полной неожиданностью для всех повстанцев в восточном Алеппо. Сообщается как минимум о 200 убитых боевиках Джебхат ан-Нусры и связанных с ней группировок. Правда, сирийские правозащитники из Лондона настаивают на том, что наступающая армия убивала в основном гражданское население, а 30 из 200 погибших – малолетние дети. Российский центр по примирению сторон в Сирии эту информацию опровергает. Вы видите исход населения из восточного Алеппо. За первые сутки после освобождения от боевиков 5 кварталов этой части города в западное Алеппо перешли как минимум 4000 человек, и этот поток нарастает. Также из Алеппо приходят сообщения, что те группы боевиков, которые не хотят продолжать сопротивление правительственным войскам, вступили в ожесточенные бои с группировками радикалов, которые намерены идти до конца. Сирийские и российские телеканалы показывают кадры эвакуации вырвавшихся из восточного Алеппо местных жителей. Их развозят по больницам и школам. Почти все из них утверждают, что боевики издевались над ними и убивали недовольных. Мы жили в сплошном кошмаре, терпели унижение, видели смерть. Не было ни хлеба, ни еды, ни сахара, ни сигарет, ничего. Хлеб не достанешь, ни помощи, ни работы, ни денег. Это кадры, снятые дроном сирийской армии. На них отбиты у повстанцев кварталы восточного Алеппо. Как вы видите, в некоторых районах все еще идут ожесточенные бои. Но в целом, как заявляет сирийское командование, вся северная часть восточного Алеппо перешла под их полный контроль. Вашингтон-Пост пишет, что на фоне удачного наступления сирийской армии американская администрация предпринимает беспрецедентные усилия договориться с Россией о немедленном прекращении огня в Алеппо. Как сообщает издание, в последние дни госсекретарь США Джон Керри и российский глава МИДа Сергей Лавров общаются по горячей телефонной линии фактически в режиме нон-стоп. Источники Вашингтон-Пост в администрации президента США сообщают, что Америка в обмен на остановку наступления даже предлагает взять на себя немедленный вывод Джебхат ан-Нусры из восточного Алеппо. Факты новых переговоров подтвердили и в Кремле. Их усилия можно назвать немыслимыми в том плане, что никогда между госсекретарем и министром иностранных дел России не было столько телефонных контактов, в ходе которых прежде всего обсуждалась одна тема – Сирия. Вторая попытка допросить бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о расстреле Евромайдана оказалась более результативной. Видеосвязь между Святошинским судом Киева и Ростовским, где присутствовал Янукович, вновь была установлена. Отвечая на вопрос судьи, он отметил, что его устраивает общение на украинском языке. Практически сразу был объявлен перерыв. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в это время воспользовался ситуацией и объявил подозрение Виктору Януковичу в госизмене и пособничестве России. По словам Луценко, соответствующие документы уже отправлены на все адреса Януковича, которые Киеву только известны, и вручены адвокату экс-президента. Янукович подозревается в том, что 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно, совершил государственную измену, а также с целью содействия Российской Федерации и ее представителям в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины. Впрочем, на допросе о событиях Майдана Янукович ничего нового не сказал. Вспоминая 20 февраля 2014 года, он заявил, что ему неизвестно, какие приказы отдавались представителями силовых ведомств, в результате чего погибли и были ранены участники акций протеста. Чи відомо вам, чи можете ви повідомити суду? Можете ли вы сказать суду, кто все-таки использовал огнестрельное оружие по митингующим 20 февраля? Лютого 2014 року. У меня эта информация из средств массовой информации. И тогда, и сейчас у меня ничего не изменилось. У меня была возможность получить разные свидетельства из разных источников. Скажите, будь ласка, Скажите, пожалуйста, какие обстоятельства повлияли на то, что ассоциация с ЕС была отложена и не подписана 21 ноября?
Мы хорошо понимали, что если Россия не учтет наши интересы во время подписания соглашения с Европой, мы, как говорят, сядем на шпагат, но мы не олимпийские чемпионы. Также Виктор Янукович заявил, что возмущен тем, что нынешняя украинская власть не ищет, цитата, «радикалов», которые в него стреляли. Видимо, он имел в виду нападение на кортеж, которое произошло, когда Янукович со своей охраной после расстрела активистов ехал в Крым. На допрос в суд удалось доставить 5 бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в гибели 48 активистов Майдана. Напомним, что предыдущая попытка допросить Януковича сорвалась как раз из-за того, что правый сектор не позволил привести обвиняемых в суд. Сегодня Лукьяновское СИЗО уже никто не блокировал. На Украине вспоминают миллионы людей, умерших во время Голодомора 1932-1933 годов. Почти в каждой украинской семье есть своя собственная история, связанная с большим голодом. Очевидцев этих событий с каждым годом становится все меньше. Но нашим корреспондентам удалось их отыскать. И вот что они рассказали. Вот сколько людей погибло во время Голодомора в нашем селе только за лето. Если на обычном кладбище единичные могилы, то здесь и братские могилы были. Вот на этом месте я лично видел братскую могилу, согнутую ногу умершего видел. Вот как так могут утверждать, что не было Голодомора? Как? Держава Тогда государство частную собственность облагало налогом. Платили натурой, житом, пшеницей. Заплатил, назначат еще налог. Когда человек уже не может платить, нет больше пшеницы, то шли к нему домой и отбирали все, что есть. Врывались в дома активисты всякие. Бомжей с сельсовета отправляли дома грабить. Я сегодня помню. Я как сегодня помню, как мама брала мерзлую картошку, чистила, как могла варила. Даже не спрашивайте. Я лично ходил в лес, искал вороньи гнезда с птенцами. Это же мясо. Я сам лично кнут съел. Бросил на огонь, он так запах. Я пожевал и съел. Так можно ж его кушать. Но люди опухали. Страшно было на всех смотреть. Такая еда, она не спасала от голодной смерти. Кто был моложе и посильнее, те пережили Голодомор. Здесь нам помогали другие семьи, те, кто работал в колхозе. У них было и молоко, и мясом делились. Семья у нас была многодетная. У нас в селе все умерли, а здесь, на Западной, еду передавали еще со стороны Польши, помогали так голодающим. Но у нас даже понятия не было, чтобы бежать в другую страну. Страна у нас своя, Украина. До всіх людей мали так претензії, але люди вмирали. Правда, людей, которые помогали, мало было. Помню, как иду селом, а вдоль дороги всей на обочине трупы лежат. Страшно. Рассказывали, что мать своего ребенка съела. Вот это страшно, когда люди едят друг друга. От этого и сейчас плохо. Моего отца посадили за то, что он отказывался идти в колхоз, и то, что уже не могли ничего отдать. Мы были с мамой одни, но даже подумать о таком не могли. А люди вот с ума сходили. Правда, яка не є біда, але люди не голодують, їсти є. Ну вот правда, какая беда ни была бы, но сейчас люди не голодают. Еды хватает всем, молодежи надо работать. И помощь есть, социальные службы приходят, и пенсия есть, хоть и маленькая. За последние 20 лет Латвия в результате эмиграции потеряла 10% населения, или 250 000 человек. Это данные официальной статистики. Общеевропейский рынок труда дал жителям Латвии возможность работать в других странах Евросоюза. Для страны с небольшим населением это почти что катастрофа. Латвийские власти, наконец, обратили на эту проблему внимание и даже разработали план по возвращению своих граждан домой. Легко ли вернуться, выясняла Анна Трудолюбова. Недавно латвийский рэп-исполнитель Рейкс написал песню, в которой призывает соотечественников вернуться на родину.
Власти Латвии выступили с социальной инициативой «Вернись домой». Ее цель – показать, что страна нуждается в уехавших за границу гражданах. Чем дольше живешь вдали, тем труднее вернуться, тем больше вживаешься в другую среду. Это такое эмоциональное послание. Мы просим, чтобы каждый житель просто послал своему родственнику или другу за границей сообщение, что мы ждем его возвращения. Получить открытку, конечно, приятно, но найдется ли на родине работа? Как и многие в начале 2000-х, Анжелика уехала в Ирландию. Финансовая ситуация была настолько критическая, что маленьких детей даже пришлось оставить бабушке. За 4 года Анжелика сделала карьеру. Ее зарплата инженера хватало бы на то, чтобы перевести в Ирландию всю семью. Но к тому времени у мужа в Латвии дела тоже пошли в гору. Появилось ощущение стабильности. Анжелика решила вернуться. Когда я вернулась, я вышла с трапа самолета, спустилась с трапа самолета. Мне хотелось радоваться, прыгать, улыбаться. Мне казалось, сейчас моя жизнь наладится. Прошло 2 недели, и от моей улыбки не осталось и следа. Много нюансов. Тот опыт работы, который я получила за рубежом, здесь никому не был нужен. В Латвии еще раз все пришлось начинать сначала. Работу сперва предлагали только неквалифицированную, а зарплата в конвертах и полное отсутствие социальных гарантий после Ирландии вызывало шок. На поиски работы с достойной зарплатой ушло несколько лет. Приобретенный за границей опыт и знания английского языка наконец пригодились. Сейчас Анжелика работает по специальности на крупном швейном предприятии. Зарплата сильно меньше, чем в Ирландии. Здесь я до сих пор не чувствую, что я социально защищена, что я буду иметь достойную старость, что у меня будет достаточная пенсия. За стабильностью и уверенностью молодые супруги Ральф и Ева отправились в Голландию. Собирали помидоры и выращивали цветы. За полгода удалось отложить 6 тысяч евро. Вернулись в Латвию, но потом снова уехали, с твердым намерением перебраться в Голландию навсегда. Однако, какой бы ни был заработок, вся их жизнь проходила в теплицах. Это система, в которой ты просто робот, раб, который исполняет определенные функции, бесконечно и систематично. И это все. Никто тебя не воспринимает как личность, у тебя даже может не быть имени. Вернулись в Латвию, открыли магазин детской одежды, но через 3 месяца прогорели. Чтобы оплатить счета, Ральф был согласен на любую работу. Но работодатели требовали знания русского языка, которым пара не владеет. Сейчас Ральф журналист, пишет для ведущих латвийских журналов. На жизнь хватает, но откладывать не удается. Это нормально, мы приспосабливаемся. Честно говоря, мы здесь зарабатываем больше. Они могут поднимать свои налоги, но это нас не спугнет отсюда. Экономисты об уехавших особо не сожалеют и даже видят в этом положительный эффект. Лучше пусть едут, чем остаются и получают пособие. Более того, работающие за рубежом перечисляют родственникам ежегодно сотни миллионов евро, которые тратятся в Латвии. Предприниматели все больше призывают к привлечению рабочей силы из третьих стран, чтобы сохранить низкие затраты. Но в это же время задача правительства — способствовать трансформации экономики и искать новые конкурентоспособные преимущества, инновации и технологии. Тогда зарплаты поднимутся, и люди начнут возвращаться. Пока же средняя зарплата в Латвии почти в 2 раза меньше минималки в Европе. Отток населения вряд ли прекратится. Возвращаться будут только самые отважные. Анна Трудолюбова, «Настоящее время», Рига, Латвия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.